прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. На защите Родины. Борьба будет продолжаться. Нам надо подготовить бойцов, готовить добровольцев не только у нас в Чеченской Республике, и по всей Российской Федерации. Рамзан Кадыров провел совещание по вопросам участия регионов СВО и противодействия неонацистской угрозе. Держа руку на пульсе. Глава региона провел большую встречу с представителями республиканской власти. Об итогах и новых целях по развитию нашего горного края в репортаже Турпал Али Тайсумова. Право выбора. Мероприятие у нас проводится ежегодно в рамках повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей. В Грозном состоялся финал Республиканской олимпиады по избирательному праву среди старшеклассников общеобразовательных учреждений. Необходимо провести комплексную подготовку сотрудников правоохранительных подразделений и регионального управления МЧС, чтобы в любой момент они могли встать на защиту России там, где это потребуется. Об этом заявил Рамзан Кадыров на совещании с представителями силового блока по вопросам участия регионов в специальной военной операции и наиболее эффективных методах противодействия неонацистской угрозе. Репортаж Натальи Депутатовой. Председатель парламента Магомед Даудов в своем докладе первым делом подчеркнул, что жителям новых освобожденных регионов оказывается вся необходимая помощь. Из Чеченской Республики в зону СВО отправлено 41 722 бойца, в том числе более 17 тысяч добровольцев, которые прошли военную подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. В настоящее время на Украине находится более 9 тысяч бойцов. Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова закуплено и отправлено на нужды военных 1600 единиц спецтранспорта, в том числе 169 бронемашин, 5037 квадрокоптеров, 350 приборов ночного видения, 500 тепловизоров, антидроны, более 31 тысячи единиц спецсвязи, 80 тысяч комплектов военной экипировки. Жителям освобожденных территорий регулярно поставляются продукты питания, медикаменты, одежда, техника и оборудование. Так, с начала СВО передано 26 018 тонн гуманитарного груза, в том числе медицинское оборудование, медикаменты, продукты питания, строительные материалы, предметы первой необходимости. Фонд уделяет большое внимание вопросам лечения и реабилитации раненых сотрудников, оказанию им финансово-материальной помощи. Итого текущие расходы на сегодняшний день составляют 32 миллиарда 57 миллионов рублей. Уважаемый Рамзан Ахматович, выражаем вам особую благодарность за постоянную поддержку наших бойцов, участвующих в СВО, а также ваш личный вклад в формирование, обучение и снабжение отрядов добровольцев со всей России. Рамзан Кадыров отметил, что необходимо еще более усилить подготовку бойцов, выразив уверенность, что вместе мы сможем положить конец нацистскому режиму и всем приспешникам Запада на Украине. Работа должна быть продолжена. Каждый в своем ведомстве обязан проводить ее с личным составом, готовить профессиональные кадры, которые в любое время смогут выйти на защиту Родины. Вопрос серьезный. Мы уже видим, что опять же эти западные европейские шайтаны выделяют большие средства против нашего суверенного государства для Украины. И борьба будет продолжаться. Нам надо подготовить бойцов, готовить добровольцев не только у нас в Чеченской Республике, и по всей Российской Федерации. Мы абсолютно не сомневаемся, что мы на все 100% выиграем эту борьбу с этими шайтанами. Поэтому надо руководство, которое находится там, надо довести до них, чтобы они максимально обучали ребят и добровольцев сразу не отправляли до боевых передовых направлений. К нам идут
нам верят. И плюс у нас еще есть запасы, Дон. Сотнями идут на нашу, Дон, базу РУС. Там есть хорошая подготовка. Поэтому все мы должны быть готовы к тому, чтобы, самому худшему, Дон, а лучше всегда, Дон. Это всегда есть. Глава региона отметил, что все органы власти должны максимально взаимодействовать друг с другом, чтобы устранить недоработки и добиться еще более высоких результатов. И навсегда избавить мир от нацизма. Рамзан Кадыров также подчеркнул, что необходимо максимально помогать и заниматься новыми территориями. Ведь чеченский народ уже прошел через все испытания, выпавшие на жителей новых территорий. Не имеет значения, Дон, будь Дон, гвардеец, полицейский, МЧС, Дон, юстиция, судья, Дон. Каждый человек должен иметь, владеть, Дон, с оружием, и он должен знать, что в любое время он должен выехать на боевые позиции, Дон. И он должен защищать Родину, Дон. Поэтому я сегодня позвал вас еще раз, чтобы вы знали максимально, Дон, 10 человек, 20 человек, есть прокуратура, есть Следственный комитет, чтобы они своих обучали, максимально взаимодействовали. Надо совместно работать со штабом. У нас есть оперативный штаб, возглавляет Даудов Магомед Ахмедович. Этот штаб знает верховный главнокомандующий, министр обороны, и благодарят за то, что мы вот такую систему поставили. Поэтому я еще раз прошу, чтобы вы не только внутренние республиканские вопросы занимались, плюс занимались новыми территориями. Это поручение президента. Попросили руководителей помочь, чтобы они устроились, как они создавали все ветви власти, как положено, как у нас сегодня, Они, вчерашние мы, у нас есть практика, мы имеем возможность больше нести пользу для них, и для восстановления, и для наведения порядка, для установления внутренней системы, Рамзан Кадыров отметил, что бойцы из Чеченской Республики показывают отличные результаты на всех направлениях военных действий. В это важное для каждого из нас время никто не имеет права оставаться в стороне. Наталья Депутатова, Саидсель Мампукаев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Рамзан Кадыров провел расширенное совещание правительства, на котором обсудили несколько важных вопросов. Одним из них было проведение указом президента России масштабного мероприятия – Кавказского инвестиционного форума. Он имеет большое значение для нашей республики в экономическом и политическом плане. Также была обсуждена эффективность деятельности органов местного самоуправления. После состоялась большая церемония награждения отличившихся представителей региональной власти. Репортаж Турпала Тайсумова. Организация и проведение Кавказского инвестиционного форума в субъекте контроль деятельности органов местного самоуправления. Эти, а также другие вопросы глава Чеченской Республики обсудил в ходе правительственного совещания. В первую очередь Рамзан Кадыров поздравил глав районов и сотрудников администрации и других с прошедшим днем местного самоуправления. Передав слово премьер-министру, глава региона заслушал готовность республики провести Кавказский инвестиционный форум. По словам Муслима Хучеева, он продлится 3 дня. В нем примут участие 4000 человек. Здесь представят выставочную экспозицию, тематические сессии по разным рабочим направлениям, мероприятия молодежного дня. Кроме того, гости станут свидетелями культурно-развлекательных и спортивных программ. Для удобства ознакомления с субъектом можно будет заранее спланировать поездку на железнодорожном и автомобильном транспортах в рамках туристической программы. 6500 приглашений на сегодняшний день. 1000 приглашений подтвердили из 12 стран. Дальше они будут, они тоже от нас ждут предложения, тоже с учетом ваших отношений с арабскими странами, они тоже просили, если может, больше, значит, от форума России, вот тоже передайте просьбу. И, соответственно, вопрос питание, транспорт, еще внутри перемещения грозы, транспорт езарю, и обычно мэр тоже, и база и дал запасано,
И по аэропорту они нагрузки, тоже дополнительная нагрузка мы сейчас Минтранспорта России будет отрабатывать. Информационное соображение они также обеспечивают, но у нас тоже есть богатый опыт республики Амада, Решас, Дейлсон, и тоже просили задействовать этот ресурс для того, чтобы рекламе провести мероприятие. И дальше, по вашему поручению, мы это разослали всем на ваш орган исполнительной власти, муниципалитетам, zum мероприятия, больше республикам, больше список, чтобы представили, чтобы федеральный оргкомитет разослал им соответствующее приглашение, чтобы они участвовали. И рекомендации такие, если у вас намечаются какое-то заключение, деловое соглашение, в рамках вашего мероприятия, вне бюджетки. Лучше это сделать на форуме, Кавказском инвестиционном форуме, который будет проведен в Грозном. На этой площадке, чтобы мы могли заполнить свод Минэкономики, чтобы мы уже на первый там уже заявки на Русгидро, они вот второй Гидро Александр, по вашему обращению, они хотят на форуме заключить соглашение, более 12 миллиардов ему чувствуется, вне форума заложить камень под новое строительство второго уже по очереди гидроэлектростанции в Чеченской Республике. Руководитель субъекта подчеркнул, что председатель правительства должен возглавить организационный комитет по подготовке к форуму федерального значения. В Чеченской Республике есть вся необходимая инфраструктура. И самое важное – опыт проведения сложных и ответственных событий. Благодаря подобным мероприятиям у региона поднимаются различные рейтинги. Он становится более инвестиционно привлекательным. Поэтому проведение на высшем уровне Кавказского инвестиционного форума очень значимо. Председатель оргкомитета от республики патриот замхватен хаджа сляхан бог добавитай виш мелдон сигадон вайдалушил возможность агидон хауза транспорт дополнительно ещел яца лизинг яца гостиничный номера обеспечить баш проблемные вопросы форум выдался едон 24 если руководство приняло решение то значит, это нужно, необходимо, для нас это большой плюс, новые все условия должны создавать, четко личного самоотмерды. По вопросу деятельности органов местного самоуправления выступил руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галастай Масханов. Так, к примеру, в рамках реализации госпрограмм и формирования комфортной городской среды с самого начала благоустроено более 650 дворовых и общественных территорий. Местное самоуправление и органы государственной власти, по его словам, осуществляют тесное взаимодействие, что обеспечивает подобную результативность. А еще в соответствии с поручением Рамзана Кадырова ведется работа по преобразованию некоторых сельских поселений в города. Это Ачхой-Мартан, Ойсхара, Наурская, Серноводская. А кроме того, начат процесс перехода станицы Шелковская в город. Сами муниципалитеты принимают участие в различных всероссийских конкурсах в категориях обеспечения комфортной среды и побеждают, закрепляя за собой репутацию активного развития. Сэгэр юуцгатэ туалуордэр вай общественные мероприятия кахдок да алоца дэрэсэлагана такха Хацархул, Тайгероли, Док, да, алот, местное самоуправление, нас непосредственно, Бог бешпутак, Тебехкен, Хейшул, Штеги, Мюлх районе, Давар, не только город, яки города, Шуцак, Халвач, Виденский район, Нажиртовский, Уха, Давач, Цению, Хазию, так, Хагар, Хюкшло, Кадухар, Дересал. Рамзан Кадыров напомнил, что в регионе сделана лишь малая часть из того, что заслуживает народ. Он подчеркивает, что каждый чиновник первым делом должен трудиться ради Всевышнего и населения субъекта. Высокий потенциал нужно реализовывать совместным трудом, отмечает политик. Тем более, если многие инициативы находят поддержку на самом высоком уровне. دقيقي مستشتون تعدل خلديشتو مستمع ويدخلديشتو ويخلطونا ويختيشتو وينجينا ويتعنا ويبرشوشينا عضونا بچو شيغر بركل الخلق ويتعدو بيت ويمارخ باتسدون بزاويد دير شيغر بركل دون وقيق أهي دير تعتير مسألة سعوجو جوغو ديكيور سعوجو средний юрдон. Чунде возможность сатерию дикба соба есть, дикчо пример есть, шват рабочие места ширю, охди до наваса даже душен,
خلق دون أهيك ديش مدوي دستون وأم ديش أقوم دون براتويش إدر نشتغل إنت هدعبي وكان دون أنت عديسن صداق مدوي دستون شوات أو دايشش دوشش هذه الجيدون ملخو سندل دون شو دي ألدرت سون شو دي حد لا دون دي يوازلو وين سقديته لدو حوصون صبيجي دي مدوي دستون ويد عدل شيدون ويد يعيش دحية ديش مدوي دستون. Глава Очхой-Мартановского муниципалитета Темирлан Хучиев доложил о текущей обстановке развития района. Так, в городе расширены дорожные участки для разгрузки автомобильного трафика. Решена проблема центральной районной больницы. Строится жилье, благоустраиваются территории. زشت مبيلا ما درديش لادون. دوت في دودا الموضوع. شو دوت نيقش إيش كتير بلسي شوربيش من أفتدور بول حبويش بو. وقر يوق проблем رأيون شو رأيون больницер خزعبويش بول بو حقوش يالو جا حلويش. إتاجي شو تجعبويش بول بو تا كومونيكاتش وعيوق شو ليفنيوف دعيولين يود شو تا ماتيريال شادي قيوش تجعبويش بول بو تا خبيت جلو تجعل بردم إذا حلويش خزعبويش بول شو تعبو وج إنفستر طور شو يعني إذا شدوم دولين كتلوان شو بول بيش عوش إذا هو قنت إيش تمسو направление ده يلغيت مت أقدبوش بول مسلم بابا شو زيك؟ شتاب بوما يش بيش بول بو بستيل المدينة هو يو يراودو يا شو Настала приятная пора церемонии награждения. Указом президента Российской Федерации председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев был удостоен Ордена Почета за большие трудовые заслуги. Указом главы субъекта обладателем высшей награды региона Ордена Кадырова стал Шамиль Адаев, заместитель мэра города Грозного. وقتوز دانا قبال دانا موقع ألسم قي مشكاها وعلى ما كان بايدا خرجنا مواشت شكوى غلط دقائق. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой был отмечен руководитель Курчиловского района Асламбек Расханов. По его словам, это честь получить награду и слова благодарности за свой труд и успехи. دزلاخل تغنا وبتشحي كما دعوش هوني أقحيك شغلر وين دقر دزل دوق دكان سعدال مغلح وين شو حسين شمال دو تعود دوش دوق وهوق ديل إخر قاتشات. Почетной грамотой главы субъекта был награжден градоначальник столицы Хасмагомед Кадыров. Медаль «100 лет образования Чеченской Республики» получили Хамзат Магомадов, глава Гудермесского муниципалитета, Асламбек Музуруев, руководитель Ножаюртовского района, Шамиль Куцаев, глава Урс-Мартановского района, Руслан Акаев, руководитель Шатойского района, Темирлан Хучиев, глава Очхой-Мартановского муниципалитета. Почетной грамотой от Рамзана Кадырова был награжден также Исмаил Исраилов, глава Серноводского района. А благодарственных писем были удостоены Иса Борщиков, руководитель администрации Шалинского района, и Рустам Аббазов, глава Грозненского муниципалитета. После церемонии председатель парламента региона Магомед Даудов рассказал о плюсах преобразований наиболее крупных сел региона в города. إيش تعبروا تشينز بوه بينا مسنا نسلينك خطا غتن سير ديون سقلاسي خلا ويا نور سيجر قوان دايول ديونا شيء نسلونا بونكتون تيتو نور ديونا ويا غورديو داك سيرنووسكي إز بوه ديون سيجابنا ويا سيرنووسكي غورديو يو أعرنير سويشاني هرمزا ماش بروتشينيلر إيش ديونا شلكوسكوي سنديونا لقايولا يرت توجه ديون سنس أبينيري تياشون ألش وجهت سيو حرسته يعني أتغوش كيت ياليوز سناق ديونا نير لأم حج سيجا بوغ بيال حبروتشيني سيجا بوغ بينا رمزانا ماشينسا كمان دلش عني شلكوسكوي غورديو وكيتش دهون ألش سنديابرا وين خليش ويبرشو سنديابرش ويبرش كعات سير مسنا أوبروليني مايرويج غلاويج تاع ديبوتات بيش خارجة وقيت ديون بور دلشان استحتول. ده عبث يهدون
Пожелав успеха в решении возложенных задач, глава региона завершил встречу с официальными лицами. Турпал Алита Исумов, Сайтамин Мусаев и Харун Абдулаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». 16 профессиональных тренеров, 20 групповых программ, вместимость до 250 человек, а также отдельная детская студия. Все это в новом фитнес-зале X-Fit. В торжественной церемонии разрезания красной ленты приняли участие учредители группы компании «Ирс Групп» Табарик Кадырова и представители республиканской власти. Валентина Гусевская о том, как устроен фитнес-клуб. Изнуряющие тренировки превратятся в любимое занятие. Гарантирует это новый фитнес-клуб X-Fit, который открылся на базе торгово-развлекательного центра «Грозный Молл». События приурочили к годовщине со дня основания группы компаний «Ирс Групп». Приняли участие в открытии учредитель группы компаний «Ирс Групп» Табарик Кадырова и другие официальные лица. Цель сегодняшнего мероприятия – это открытие новых возможностей для развития спортивной культуры города и также нации в целом. Это не просто еще одно место, где вы можете заниматься физической культурой и спортом. Это возможность для людей обрести новых друзей, узнать много нового о здоровом образе жизни. Это мероприятие стало возможным благодаря главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, также руководителям группы компании «Ирс Групп». И в завершении своей речи я бы хотел подчеркнуть, что в переводе «Ирс» обозначает счастье. А что для человека главное счастье? Это, конечно, его здоровье. В спортзале все предусмотрено для комфорта и эффективности тренировок. Современный дизайн, цветовая гамма, оборудование от ведущих мировых брендов, инженерные системы для безопасности гостей. Значимость появления в Грозном такого уровня спортивного клуба отметил первый заместитель министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту Рамзан Висмурадов. Уверен, что открытие этого клуба создаст новые возможности для здорового образа жизни всех наших граждан. Сумой, мягкий, выпачен, делится, Ой, спортсменшна, услуги проводят услуги еще, так, внимание есть, дерется, не мягко, да, тупо, да, пирснула, дерется, да, фитнес-клуб, это айялан, спортсменам услуги есть, да, да, берете, да, ты машка саудовый. В регионе уделяется первостепенное внимание спорту и предпринимаются самые современные подходы для развития сферы. Это в первую очередь сказывается на качестве жизни населения. Появление подобного уникального центра этому поспособствует. Сегодня международный бренд спорт-индустрии появился в столице Чеченской Республики, в городе Грозный. Безусловно, все эти условия, которые сегодня создаются для нас, являются теми мерами, которые глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров и со всей своей командой реализовал на территории нашей республики, что сегодня все крупные наши партнеры и инвесторы хотят развивать свой бизнес в Чеченской Республике. И, конечно же, хотелось бы поблагодарить Табарик Рамзановну за то, что она подарила жителям Чеченской Республики и гостям нашего региона такое прекрасное место. Перерезав красную ленту, Табарик Кадырова дала старт работе спортивного клуба. После официальной части ей показали, как все устроено внутри центра. Да, это мужская часть зала. Вот, непосредственно здесь, посмотрите, да, довольно-таки свободно, да, просторно. Что мне понравилось, да, как реализовано в этом проекте, это кардиозона непосредственно там, с обзором на город. То есть, да, там на вечерний красивый город со всей подсветкой и так далее. То есть у нас стоит здесь премиальное оборудование в зале, да, там, от лучших производителей европейского бренда Matrix. А зал мы компоновали таким образом, да, чтобы и любитель, и специалист, да, там, профессионал, который занимается давно, мог воспользоваться, им было комфортно, да, хорошо. Состоит у нас из 3 зон, да, это кардиозона, вот вы видите обзор. Здесь, кстати, есть очень популярный тренажер, да, эскалатор, не знаю, почему так давно его любят, мужчины, вот, но он здесь находится, мы учли это пожелание, да, там, при формировании.
Потом у нас есть зона свободных весов, где штанги, гантели находятся, и непосредственно зона блочных и рычажных тренажеров, то есть для проработки локальной, региональной мышечной. X-Fit – это один из крупнейших на Северном Кавказе технологичных и современных фитнес-залов общей площадью от 1400 квадратных метров и вместимостью до 250 человек. В фитнес-клубе все детали мотивируют продуктивно заниматься спортом. Ненавязчивая музыка, всевозможные спортивные тренажеры. Для новичков многие из них покажутся незнакомыми, однако благодаря грамотным тренерам каждый сможет быстро войти в ритм занятий и достичь своих спортивных целей. В фитнес-клубе доступно 20 групповых программ, в их числе йога, степ-аэробика, пилатес. Чтобы получить максимальную пользу от занятий, инструкторы подберут индивидуальную программу тренировок. Такой подход позволяет получить желаемую форму без вреда здоровью. Мы предлагаем своим клиентам услуги персонального тренинга и групповых программ. Акцентируем внимание на функциональный тренинг, потому что сегодня он более востребован в мире фитнеса. X-Fit – это федеральная сеть России, которая работает по новым инновационным технологиям. Эта же система применяется и в открытом клубе. Персонал приступил к своим рабочим обязанностям и ждет своих первых клиентов. Валентина Гусевская, Шамсудин Джабраилов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном прошел бизнес-форум «Стратегия успеха», организованный в честь годовщины группы компаний «Ирс Групп». Она насчитывает более 400 сотрудников и специализируется на консалтинге, юридических услугах, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также аренде коммерческой недвижимости. О достижениях компании в следующем сюжете. В группу компаний Ирс Групп входят 10 организаций, каждая из которых имеет свои уникальные услуги и продукты, и все они объединены общей целью – предоставление высококачественных услуг для удовлетворения потребностей наших клиентов. Презентационный ролик о достижениях группы компаний Ирс Групп открыл бизнес-форум «Стратегия успеха» в честь годовщины основания. Председатель правительства отметил, что в республике создана необходимая инфраструктура для поддержки предпринимательства, включая бизнес-инкубаторы, агропромышленные и индустриальные парки. И возвращаясь к сегодняшней теме нашего форума и к имениннику, к виновнику сегодняшнего торжества, скажем так, я хотел бы поздравить Табарика Рамзанова с годовщиной образования Ирс Групп. Действительно, Ирс Групп компания является ярчайшим представителем регионального бизнеса. Это очень социально ответственное бизнес-сообщество, которое помогает делать первые шаги начинающим бизнесменам, оказывая в том числе юридические, бухгалтерские услуги, помогая в подборе и аренде соответствующих помещений для своей деятельности. И все это способствует росту экономики. На самом деле создание собственных производств, новые рабочие места, которые очень актуальны для Чеченской Республики, с учетом демографического роста, с учетом тех событий, которые повлекло за собой разрушение полностью экономики Чеченской Республики, создание новых рабочих, новое производство имеет архиважное значение для Чеченской Республики. И, безусловно, все это способствует в конечном итоге росту благосостояния наших жителей. Хочу отметить, несмотря на молодой возраст, Табарик Кадырова сегодня показывает большие успехи, ставит перед собой амбициозные задачи и в лучшем виде их достигает. И, безусловно, я за это, как председатель правительства, хочу ее поблагодарить, потому что это помощь и в работе правительства Чеченской Республики. И желаю процветания бизнеса. В рамках основной части форума состоялось награждение почетной грамотой и благодарственными письмами главы республики, отличившихся сотрудников Ирс Группы за безупречную добросовестную работу и высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей. Указом главы Чеченской Республики за безупречную добросовестную работу, высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей, награждается медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Кадырова Табарик Рамзановна, учредитель группы компаний Ирс Групп. Министр экономического территориального развития и торговли Рустам Шаптукаев отметил значительный вклад группы компаний Ирс Групп в экономику республики. Сегодня Ирс Групп является провайдером успешных и амбициозных бизнес-проектов, реализуемых на территории нашей республики. Развитие предпринимательства является стратегическим моментом для обеспечения устойчивого экономического роста региона. Поэтому очень важно обеспечить одностороннее движение и мер государственной поддержки, и компетенции организации инфраструктуры поддержки бизнеса,
и инициатив предпринимателей в целях обеспечения ускоренного прорывного развития бизнес-сектора. Благодаря инициативам и той работе, которую проводит Кадырова Табарик Рамзановна, я говорю и о деятельности группы компаний «Ирс Групп» и Центра развития предпринимательства «Единство». Внесен существенный вклад в улучшение качества бизнес-среды и инвестиционного климата нашего региона. На форуме состоялись бизнес-встречи экспертов с предпринимателями. Игорь Рыбаков, совладелец корпорации «Техно-Николь», прочитал лекцию о том, как достигать успеха и поставленных целей. Радислав Гандапас, российский бизнес-тренер, поделился секретами технологии принятия решений. Не существует никакого полного перечня того, как правильно принимать решения. В разных культурах существуют разные секреты, разные законы. Я дам 3 способа повышать скорость принимаемых решений для того, чтобы ресурс руководителя, временной, самый главный, самый ценный, был использован более эффективно. И дам 3 способа, с помощью которых можно решения сделать более точными. И в том числе это будет инструмент, когда мы используем компетентность других людей. Казалось бы, вещь очевидная, но тем не менее при принятии решений мы очень часто опираемся только на свой опыт, свою интуицию, свои знания и так далее. Компания активно сотрудничает с исламской финансовой группой «Фаворит» и фондом имени шейха Зайда, что позволяет предоставлять клиентам инновационные решения и лучшие продукты на рынке. Впереди же немало амбициозных целей. Более 400 сотрудников работают в команде «Ирс Групп». Организация специализируется на консалтинге, юридических услугах, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также предоставляет в аренду около 90 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. Для гостей также был организован фуршет с разнообразными закусками. Рамзан Абуев, Рахман Хаджиев, Харун Абдулаев. Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялся финал Республиканской олимпиады по избирательному праву среди старшеклассников. Организаторами выступили региональная избирательная комиссия совместно с Министерством образования и науки. Мадина Нусалчиева поделится именами победителей. Республиканская олимпиада по избирательному праву среди старшеклассников проходит ежегодно, уже на протяжении 15 лет. В очередной раз она прошла в 20 районах республики. Финальная часть состоялась в технопарке Чеченского государственного педагогического университета. Мероприятие у нас проводится ежегодно в рамках повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей. И таким образом мы воспитываем молодежь, чтобы они впоследствии принимали активное участие в выборах, как и организаторы выборов, так и избиратели. Олимпиада состоит из 3 этапов: районный, отборочный, зональный, межрайонный и республиканский финал. Программа содержит задания и вопросы, касающиеся основ избирательного права и избирательного процесса. Всего ребятам предстояло пройти 4 тура различных испытаний. Кто формирует правительство Чеченской Республики? Сколько районов Чеченской Республики согласно Конституции Чеченской Республики? 17. На какой срок избирается глава Чеченской Республики? На 5 лет. И вот долгожданные итоги. 3-е место с 38 баллами заняла команда «Лидеры» Байсангуровского района. Почетное 2-е досталось Шелковскому. Центр набрал 51 балл. Ну а кубок и 1-е место с максимальным количеством 63 балла в ходе 4 туров игры забрала команда «Брикс» Наурского района. Мы приехали сюда с намерением завоевать 1-е место. Ни на какое другое место мы не рассчитывали. Много с нами работал наш завуч Адам Исраилович. Мы прогонялись постоянно, прогоняли эти вопросы, репетировали, готовились. Были некоторые расхождения, а так они были одинаковые. Все, что мы учили, нам пригодилось. Основная цель Олимпиады – выявление и развитие у обучающихся интереса к правовым дисциплинам, развитие правовой культуры будущих избирателей, а также повышение их интереса в изучении области избирательного права. Мадина Нусалчиева, Маусар Хаджиев, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Студенты РАНХИКС посетили парламент Чеченской Республики. Делегацию встретили заместители председателя парламента Бекхан Хасбулатов и другие представители законодательного органа. Гости сначала посмотрели ролик, рассказывающий краткую историю ведомства, а затем узнали много интересного о выдающихся личностях нашей республики, таких как первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров и нынешний глава региона. Студенты активно задавали вопросы и общались с управленцами, получая на них полноценные ответы. В конце встречи делегаты были награждены почетными грамотами от спикера парламента. Обмен памятными подарками стал приятным завершением визита.
первую очередь это образовательная цель, увидеть регион, увидеть, как здесь живут люди, посмотреть на местные достопримечательности и архитектуру. Во-вторых, это наше профильное направление, то есть посетить органы государственной власти, познакомиться с управленцами, узнать их опыт. Все это очень ценно для нас. Мы каждый день восхищаемся все больше и больше и хотим приезжать снова и снова. Мы учимся на публичных политиках, мы изучаем внутреннюю политику, и поэтому все знания, которые мы получаем здесь, это прямые знания, которые нам нужны для нашей будущей профессии. Газета «Даймохк» совместно с Министерством по национальной политике, внешним связям, печати и информации объявили о запуске конкурса на лучшую статью по истории Чеченской Республики. Участие в нем смогут принять республиканские школьники. Свои работы на родном языке участники должны отправить на аккаунты социальных сетей «Даймохк». Оценку материалов проведет компетентное жюри, а победители будут объявлены в мае. Приурочен он к году истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа. Сун угори алах тедоштол ночи мет дянцани вай днина ночи матацапе доштол даймох газете бат цашокачер цани вай ночи республик мехда кадер амат хажи рамзан иштва ночи республик ком политики ар азени зарбан хами министр туда ахмад иш таган ночи мат хох мах кабажин цаш дни мелд массу ночи очон дакачо شكرت على شو واتني قهوة شو مصو ويخامي غيرسي كيول خوي ويخامي غيرسي بلغوي دين واشكا دقيقين بالي قوسم إذا وي نوختي قوم كجير خوي ويلنش نوختي مات إستوري تاع يوزر على شوان ثاني هور نوختي قوان شو شين وي نوختي قوم إستوري تدل شنو خوخة ال شيء كرت شو شيء قيت ميعاد بول شيء سنخا مش زير ثان أتشتقر على شو إنسان دقيقين دال مغلا حد سيقع داقلو تشينس لي كوش بول قوان نشبو قي شربو ال داق تياشنا دو ديان وي نوختي موت بيزر شو نوختي موت بيشش نوختي مت يوزنز غلقدر شو ألسان بول شو بو. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах, социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.